В действительности обстоят дела сейчас в движении Винчунь в мире? Ответ прост. Ип Ман передал искусство Винчунь множеству мастеров и учеников. Многие из них используют правильную методику обучения. Однако каждый подчеркивает, что именно он практикует настоящий Винчунь. Я думаю, сам Ип Ман хотел бы видеть всех практикующих Винчунь объединенными под одним флагом. Конечно, то, что сегодня мы разобщены, плохо. Но я думаю, в будущем практикующие Винчунь смогут объединиться. Мы должны приложить усилия. Во-первых, каждый стиль имеет свои особенности, и это естественно. Когда боец Винчунь противостоит бойцу тайквондо, конечно, работа ногами у них совершенно различна, именно потому, что в тайквондо используются одни удары ногами, а в Винчунь – другие. Но главное, в поединке друг другу противостоят разные личности. Я бы не стал говорить, кто сильнее, Супермен или Бэтмен. Все зависит от ситуации. Я считаю, что каждый стиль имеет свои особенности. В моей практике встречались ученики, которые считали, что если будут использовать удары ногами тайквондо вместе с приемами Винчунь, то будут непобедимыми. Но это смешно, я бы сказал, глупо. Потому что каждый стиль использует соответствующие возможности. Как если бы я, делая хирургическую операцию, взял сердце собаки и вживил его человеку. Может быть, он прожил бы один день, но наверняка умер бы. Также и в боевых искусствах. Винчунь содержит все необходимые приемы. Если кто-то говорит, что в Винчунь нет ударов нога, я бы сказал, что Винчунь – это совершенная система. Цель обучения – научиться не пинать кого-либо под зад, а защищаться от нападений. Постепенно, в процессе обучения, вы приобретаете способность обороняться от атак бойцов других стилей. Но более убедительно другое объяснение. Во многих стилях существует собственная программа. Сейчас мы изучаем защиту от кикбоксера и так далее. Это похоже на курс наемного убийцы. Но мы не хотим никого убивать. Мне это не нравится. Изучая стиль, его формы, вы одновременно овладеваете приемами защиты от различных атак, и стиль ученика становится совершенным. Но, повторяю, это нужно не потому, что, например, я хочу убить кого-то, или задать трепку тайбоксеру или кикбоксеру. Подчеркну еще раз, что Винчунь – совершенный стиль, содержащий дао означает технику липких рук. Практикуя эти упражнения, вы научитесь наводить мост, то есть входить в контакт с противником, начинаете чувствовать другого человека. Один из принципов Винчунь гласит, если у вас нет контакта с противником, вы должны навести мост. Конечно. Поговорим о Чисао, потому что единый формат соревнований в Винчунь до сих пор не был создан. 6 в Италии и 1 в Москве. Моя школа не является самой лучшей в Европе или в мире. Мы стараемся создать семью, проводим вместе время, изучая Винчунь. Ученики в моих школах занимаются только Винчунь. Вы участвуете в выяснении отношений между разными школами? Нет, я всегда нахожусь в стороне, даже когда кто-нибудь критикует мою позицию. У меня хорошая репутация. В Италии меня многие знают. История моего сифу широко известна. Я с уважением отношусь к другим стилям, к другим бойцам. Для меня все боевые искусства прекрасны. Хотелось бы изучить некоторые особенности других стилей, но на это не хватает времени. Существует ли различие в вашей системе и системе Ип Мана? На самом деле, в моем стиле, или вернее, в моей линии преемственности, они хотят получать удовольствие, ходить на дискотеки, заниматься фитнесом, может быть, играть в футбол, выпивать, проводить время с женщинами. И им безразличны боевые искусства. Например, у мастера Чодзе Чуэня 2 сына, но они не занимаются Винчунь. Это плохо, но это так. Значит, преемственность в его семье утеряна? Да, но она продолжается другими людьми. Я согласен с моим другом из Америки, мастером Робертом Чоу, сказавшим...